Это узкая тема. Ватсжау, когда ворова даранзут, ибо извне ею пока не интересовались. А философия разума Мон и единобожие Нартиады – это две основы всех мировых религий. Два вопроса. Первый. Где был общий центр системы религии Нартиады? И второй. Питие как прием культа. Что пили на ковдах Нартиады в 6-2 тысячелетии до новой эры и из чего пили? У всей зоны всех трех ссыхных поселений СЧКМ 5-4 тысячелетия до новой эры был регион с ролью центра, суперцентр. Его след, появившийся тут через 5000 лет письменности, очевиден. Карцинхвала, Карцхинвала. И значит, номер звучал Карцинхвала. Ныне это Цхинвала. В этом Куралях-Варагва лазанском уделе карт было сосредоточено прорицание Сиден, культов восхождения и рождения Медзавар-Дзуар с функцией центра Сидан, место культовых взываний прорицаний. Этот регион был высшей вала общиной Синх, а обитатели этого суперцентра и были высшим сословием Иерусалима, валата, элита. Значит, здесь, в центре культовой СЧКМ, сложилась культовая иерархия. И город Сахар, квартал обители рождения, стал местом квартальной общины городских культов рождения. А дом обители рождения Хазар, стал местом индивидуально-семейных культов рождения. И пасты всех Синх-Сахар и Касар собирались вместе в главных общих местах массовых культов удела на дело карт, в культах восхождения и рождения Дзуар. В 3-2 тысячелетиях до новой эры в СЧКМ начался распад социальной общности. По археологическим данным 2950 годы, и это совпадает с датами глоттохронологии. Языки ариев, ир, греков, дердзен и армян сомих обособляются уже как этнические языки. В этой последней четверти 3-го и середине 2-го тысячелетия до новой эры интенсивно осваиваются предгорья и горы, но главное, меняется и обряд погребения. Теперь повсюду доминируют курганы со сложными подкурганными сооружениями и индивидуальными захоронениями с богатым инвентарем, и распространяется кремация. Это новый этап глобализации эпохи Асата, и археология являет эту культуру в Сирии и Палестине в те же 5-4 тысячелетия до новой эры. Антропологически эти 3000 лет с 5 по 3 тысячелетия до новой эры тоже ясны. Средиземноморский тип европеоидной расы. Близки и Элюбейт, это культура ариев, Загросов, ныне Иран. На юге Месопотамии она с 5 тысячелетия до новой эры. И Киш, Месопотамия, с 4 тысячелетия до новой эры, ныне Ирак. И Тепе-Гисар 2-3, это 3 тысячелетие до новой эры, юго-восточный Прикаспий, ныне Иран. Ареал этнического субстрата этой культуры широк, минимум до Индии. На Северный Кавказ арийский 300-й ордер пришел в эту же эпоху, в 3 тысячелетии до новой эры, дошел до региона, где оставил майкопскую курганную культуру. Вывод очевиден. Территориальная иерархия страны СЧКМ эпохи веры Асата опиралась на централизованную религиозную идеологию суперцентров Карт-Синхвал. Это с запада на восток, минимум от Балкана Апеннин до Каспия, с севера на юг от майкопских курганов до Месопотамии. И теперь культ, что пили и из чего пили. Сами названия вина и пива ясно говорят, что часть их делалась не из пищевых растений, но из конопли. Название беган – перестановка из конопля. Ровно как вино Самсона – это перегласовка ген – конопля. Все значения смотрите у Абая. Но вино делалось из пищевых растений. Сам авсир – винный колос. А колосовые, в отличие от конопли, входили в состав вообще пищи еды – хвар. Пищей в Анатолии был и обильно росший там в то время виноград. То есть еда хвар отлично от нееды конопли, отлично от гамсан и даган канап и по технологии приготовления напитка. Технология пива из еды хвара Нартиада помнит. Это было едой алутван, и в нем вываривали еще и мясо. Изобрела его мать
насыщающая авсатана, сатана. Этот напиток в разряде пищи, еды, хвара. Культовый напиток из меда ронг и 3 медовые лепешки, медана, это древний культовый набор кулданатанийского неолита. Еще и Зороастр в первом тысячелетии до новой эры пил мед по воле бога Ормузда, пил для, внимание, это важно, для проницания в тайны мира. Это след из Нартиады. Здесь пили мед, ронг и элутон из чаши с названием, внимание, вести мирового разума, возвещающая. Вац а мон гуау. От Зороастра до Северного Кавказа питье сэн в культах, а у быхов и сегодня сэн это мед. Питье сэн и на запад к грекам, и на восток к Зороастру с питьем меда для проницания в тайны мира, и на Северный Кавказ пришло с культом из центра. Это Кавказ, гора Ас. За кавказской его части это гора из праха по террасам, двух был СЧКМ. Западный, северный, восточный фланги культа жрецов, Алон Биллон, Алван, Олен Аполлон, с их философией, музыкой и поэзией Нартиады. У греков они были приняты как культ Парнаса. Вино сам и виноград в значении пищи вины вошли из языка и раскуто во многие языки. Еще пример. Еда винная, хуар сана, кур зени, виноград у грузин. А термин вино грузины заимствовали еще позже у греко-римлян. Каковы вербальные формулы культа Нартиады с эпохи Чатралгюка? В культе восхождения и рождения Медзавар Нартиады эпохи Чатралгюка в центре женщина-гриф. А сутью вербальных выражений было вызывание рождения Ара. Рождение провозглашали, вау, их стерегли по охраняне те, кто по условиям культа сильные явы. И это надежно свидетельствуется и арио-греческим контекстом. Гуау арпияу, гарпия. Это да, олимпийские божества, полуженщины, полуптицы, грифы с лицами и телами женщин обитали в царстве мертвых Аида. В мифе об аргонавтах гарпии мучили царя Финея, и само название корабля Арго, Аргуао, рождение провозвещающее, говорит о сюжете Арго как части культовой инициации арии греков в Сехвала-Схоле школе Кавказа со жрецами Алан-Оллем. Эти гарпии, они стражи яблок и в мифах, прямо тождественны Гесперидам. У них Геракл добыл яблоки в одном из последних 2 своих выпускных экзаменов в Сехвала-Схоле школе инициации на Кавказе. И ясно, что персоны и подвиги мифов греков Олен Аполлон, Геракл, Персей, Аргуао, Гуаруалан, Гарпия и так далее. Все это из идеологии культа Нартиады. Гарпии – это грифы культа мертвых Чатралгюка. Тут в храме над бычьими головами изображены женские груди, и под ними скрыты черепа грифов или нижней челюсти кабана. Это кабан – убийца из Аргуао, Архау поздних ирасов. Бузна гналхэ бестефедбелес. Кабан-самец из зарослей, несчастье мира. Он же и могучий поросенок Авсатий на вершине гор. Если Авсатий слал охотникам гибель, он слал ее с вершины поросенком, а кабаны на вершинах не живут. И ясно, что это ипостась самого Авсати. Кабан, кружась, спускался с горы, как птицы-грифы смерти, и убивал охотников. Это дивно всякий. Инициационный образ кабана в культах рождения, смерти и рождения очевиден. В Нартиаде кабаний зуб-клык ставят в рот инициируемому Хохдадак, и ему не могли отказать женщины. И это стало привилегией иерархов Ас, Гамес, Хамес. Этот зуб назван еще Анкаразаденнак, стенание зуб. Это вербальный образ отзвука скрытого действия мужской половой силы. А кабан – это воплощенная функция смерти и рождения с оскорблением охотой. Сам теоним Авсати означает «насытитель». На северном фланге поздних арий-скифов один из разрядов социума назван Геродотом Георгой.
И идут споры, почему отец истории упомянул отдельно скифов земледельцев от скифов пахарей. Эту бессмыслицу почти убрал Абай. Связал термин с древнеиранским гауварга, почитающий скот. Но древнеиранский это поздно и промежуточно. А корни в неолите культов Чатал-Гюка Гуау-Аргоу вызывают рождение коров-быков. Арии, скифы Гуау-Аргоу и жили в поселениях, названных по названию коровы быка Гоу, Гау, Гау-Нартиады. То есть разведение коров-быков это был градообразующий фактор. И пахали на них, несомненно. Все это и есть Гау-Аргоу. На слух грека Георгой. Это было по названию их культа. Эо это ноним, но не по пахали. Вообще все скифские ориентиры Геродота с горы Кавказ. Аргипей, Аргуаупей. Рождение, провозглашающие стражи. Это те же самые жрецы Алон-Билон, высокоголовые у скифов. Дожили в сюжетах Аргуау, Аргау и Расалан до 19 века. Или Артимпаса. У греков не было звука «ц», его передавали через «т». Артиу Амапаса. Рождающая птица, могучая, страж сияющий. Это гриф, орел Чатал-Гюка. Он и до времен скифов долетел. И влетел коршуном орлом, рождающей птицей Артиу, виросаланский Аргуау, Аргау, еще и в 19 веке. Или бог скифов Гойтосир, Куитесер, голова собак, первопес из склепа лабиринта Нартиады. Кавказа пока достаточно, но это далеко не все. На Апеннинах те же отложения культов Нартиады обеих эпох, до промысла оружием и после. Тут те же жрецы, время стерегущие высшие, Чрепавала, Чребало, что и кура-лиавско-алазанские жрецы, Чребана, Чрепа, Чребало из культов Дзавар, Зуар. Они определяли сезоны отправления культов. Место культа рождений сильных, Арама, Рома, стало потом городом Рим. Там шли карнавалы инициации воинских братств, рождающихся в силе, Арама, Рем, и рождающихся в высшей силе, Арамауэл, Ромул. Схватки Ремов-Ромулов – это те же экзамены, что в Сехвеле, Схоле на горе Ас были у Геракла. В эпоху оружия и доблести, как на Кавказ, горе Ас, так и на Балканах, Апеннинах, на смену нарожденного народа войска Ар пришли врожденные витязи Арас и Рас. У греков этот стандарт закрепился как врожденный Ас, Арас, Арес, бог войны. У латинян как могучий врожденный Ас, Ама, Ар-Ас, Марс, бог войны. И снова о холме горе Гёбекли и идеи обители богов. Идея могла родиться только в Анатолии. Оттуда и гаплогруппа строителей мегалитов, похожая на религиозную реформу с засыпанием землей самого древнего мегахрама с 4000-летним культом. Это начало не позднее 11 тысячелетия до новой эры. Идея холма истины, как горы обители храма богов, высших могучих стражей, Уаламапа, Олумпо, она отсюда. И потому в Анатолии, ныне Турция, Олимпов много, порядка 10-15. И по одному Олимпу на Кипре и в самой Греции. Самый высший стандарт сиятельных витязей – Салас, Зевс, обитал у ариев греков на тех же горах, Олимпах. Теперь философия разума Мон. Это сложнее, и поэтому внимание к названию кубка, ибо оно является вербальной формулой нормы. Весть Уац этого конкретно А, указательное местоимение, разума Мон, возвещающая Гуау. Итак, Уац весть, и эта весть от этого конкретного указательным местоимением А, означенного разума Мон, и уже как части для его конкретного носителя. По философии Мон мир, вселенная сотворена из мирового разума. Мон отворил Хусау. Все в этом мире вселенной, во всех его конкретных масштабах, формах, сутях, смыслах,
с самим актом творения наделено своей конкретной частицей мон. Всему дано свое это а, конкретное разумное мон, и обобщающий суффикс д обобщает это со значением судьбы счастья. Амонд. А пространство сверху валимом и снизу далимом — это мон Вселенная без начала и конца. В нижней части Вселенной, в водах низа, далимом, и там Земля. По Нартяге и Варгуау Архау там начало, смысл рождений, смерти, рождений и брачных подвигов. Идея трудно понимаемая, и потому в демоническом сознании масс это предстает опасным и требующим подвига. То есть так Далмон и был задуман жрецами. Но эту тему оставляем. Зная язык Нартяга, все легко понять. Вообще день – это свет Бон. Но Бон – это день сегодняшний, конкретный. Хсав – это ночь, но Хсав – это ночь сия, конкретная. И так далее. И Жен – это видеться, виднеться. Но с суффиксом «д» он образует абстрактные смыслы. Зенд – это явленный, зонд – это знание ум. Отличие этого вида знания в том, что оно видимое, и как видимость оно не истинно. В отличие от невидимого мон, заложенного в конкретные глубины эго, изначальным вразумлением амон, и прорицаемого из глубин только чашей вац амон гуао, как предначертанная судьба амонд. Соотношение двух видов знания, зонд и амонд, это соотношение ложного мира Менгдуне с абсолютной истинностью мирового разума Мон. Но достижим он человеком только с последним переходом из нижних земных смертей и рождений в верхние небесные. Актом земной смерти прах оставляется земле. Патерас оставил свой прах в виде Кавказ, горы Ас. Душа восходит в промежуточные состояния мира правды, Отца к Дуне. И всем своим персональным, конкретным амонд приобщается там уже взошедшим разумностям мон предков. Они посредники между земными амонд и бесконечной вселенной разума мон. Постижение мон – это удел избранных, и отбор избранных делает чаша вац амон гуау. Для восхождения на небеса последним земным рождением смертью должны быть забыты все земные поступки, какой бы высоты подвигами они ни считались в ложном земном мире. И сын Патерас забыл все земные подвиги, в том числе и самый громкий свой подвиг после отца Хамес, испившего лишь 3 отдела чаши вац амон гуао, и он святым стал лишь частично. Сын Патрас испил остальные 4 отдела чаши вац амон гуао и одел чашу на голову, короновал себя прорицателем высших истин. Это знак завершения религиозных реформ в кровавой борьбе со жрецами Аллом Билом, Алло Оленополом и с узурпацией витязями Ас Ульта. Нартяга дает сюжеты с массовыми убийствами староверов не воинских культов в молельнях воинами-вождями. Однако и этот подвиг Патрас забыл по условию ради восхождения в мир истины. И взошел, и стал в Астрике. И круг истины замкнулся. И на земле, и на небесах истинно стало то, что вещали с холмов истин уже не насыщающие матери Сатана, а воины Ас. И сами погребения асов стали строиться как холмы истины, курганы. Всех вестей холмы, Вацкот, сменяют погребение этого амонт конкретного. И всякий раз это конкретный страж Апай, Опай, Обай, Обау. Это курганы, ушедшим предкам Папопай и взошедшим на небеса Папопай. И началась гегемония витязей Ас. Они и есть те самые Валамапо, Олумпо, Олимпы, а по родам и как сиятельно рожденных Ксаяр, Ахсар, как Катар. Это новые жрецы истины, не витязи веры.
А вот когда и где эта перемена окончательно произошла, отделение философии монотеизма от религии единобожия. Но это из нашей новой большой работы с автором, археологом Наглером. Скажу только то, что переход от Ксай к Сау датирован нами 7-5 веками до нашей эры по переходу формы слова. Но переход этот был только у саков. Только в их языке сияние Ксай приобрело форму Сау. В составе Теонима Хусал и известный Уарил Благо Доброху. И выпитый Зороастром для постижения тайн мира мед ввел главную тайну мира Благо Доброху и в состав главных понятий учения Сака Зороастра. Но Хусал, благом добром сиятельный, это хоть и из титульных форм с теми же сиятельными Ас, Савас, Зевс, но уже без знака силы. И еще Хусал отличается от сонма обитателей аллегритских Олимпов местом обитания. Он во всей вселенной Мон. И для жрецов культа Хусал было удобнее подносить бытовому мышлению паствы. Это был как бы упрощенный вариант. Это был как бы псевдоним мирового разума Мон. Пока все.